Уже через несколько дней в 45 тысячах школах России прозвенит первый звонок и начнется новый учебный год. Какими будут учебники будущего и как повысить качество образования в регионах, мы поговорим с главным редактором издательства «Просвещение» Надеждой Колесниковой. Добрый день, Надежда Борисовна. Добрый день. В Якутии объявлена пятилетка качественного образования. На ваш взгляд, что поможет поднять качество образования на новый уровень и какие совместные проекты может предложить издательство «Просвещение» регионам? Мы сегодня ведем интервью из замечательного зала нашего музея, где можно увидеть самые первые учебники издательства «Просвещение», Учпедгиза. Начиная ответ на этот вопрос именно с истории, я, собственно, и хочу высказать одну очень важную мысль. Российское образование всегда было очень высокого качества. И сейчас есть международные исследования, которые анализируют уровень знаний учеников по предметам. Они называются так сложно Pearls, TIMSS, и мы занимаем там первые места. Это говорит о том, что те традиции, которые уже накоплены в школе, они, безусловно, должны сохраниться. И мне кажется, Якутия, это, вернее, даже не кажется, я в этом уверена, педагогическое сообщество Якутии эти традиции имеет, и я думаю, что оно их будет только развивать. Очень важно научить ребенка не только знанию, но умению использовать это знание, чтобы сформировать в нем творческое мышление, чтобы он умел не только отвечать на вопросы, но и решать проблемы, проводить исследования, чтобы он был готов к тому, что мир очень изменчив, и нужно быстро уметь меняться самому. Поэтому, когда мы говорим о качестве образования, это, безусловно, и результат итоговой государственной аттестации. Это результат всероссийских проверочных работ. Это результат побед в международных исследованиях. Вот это все и составляет национальную систему оценки качества образования. И мы готовы, издательство «Просвещение», группа компаний «Просвещение», готовы помочь в этом Якутии, потому что мы могли бы представить и самые современные учебные пособия, например, по функциональной грамотности. Мы знаем, что в Якутии ежегодно открывается 8-12 детских новых садов. Конечно, очень важно, чтобы их оснащение было современным. И группа компаний «Просвещение», ее дивизион, который называется «Национальное образование», вот поставляет такие интересные современные комплекты в детские сады Якутии. И надеется, что этот комплект станет популярным, и все детские сады оснастятся вот таким современным и оборудованием, и учебными пособиями. И я должна сообщить, что издательство и группа компаний «Просвещение» вступила в проект совместно с Российским историческим обществом, с Министерством просвещения, который называется «Уроки Победы». На следующий год, в год 75-летия Великой Победы, мы проводим конкурс среди учителей на лучшую методическую разработку, на лучший урок, посвященный этой великой исторической дате. Я приглашаю якутских учителей принять в этом участие. Когда же все-таки все российские школы перейдут полностью на электронные учебники, когда дети будут ходить без рюкзаков, приходить в школу, открывать планшеты и учиться? Но я не знаю, может быть, сейчас меня кто-то и покритикует, но разрешите мне ответить на этот вопрос никогда. Безусловно, издательство и группа компаний «Просвещение» работает над темой цифровизации образовательного пространства. Это тема сегодняшнего дня, потому что наши дети, безусловно, сейчас живут в гаджете, как мы называем вот эти тенденции, и мы не можем их игнорировать. Но книга бумажная, учебник – это же не просто носитель информации, это явление культурное. И никогда не исчезнет потребность открыть, полистать страницы, посмотреть глазами и подумать над тем, что написано. Я думаю, это явление культуры сохранится всегда. Но вы абсолютно правы. И мы сейчас работаем над очень важным продуктом, который называется «Цифровые учебно-методические комплексы». Это когда и учитель, и ученик
сможет увидеть не просто учебник, не просто информацию, тему, материал, но в одной информационной среде он может и проверить свои знания, и тут же осуществить входной контроль, и закрепляющий. Учитель сможет понять, что ребенок освоил на уроке вот немедленно сейчас. В одном контенте цифровом он сможет провести опыты и решить какую-то проектную задачу, и выстроить индивидуальную траекторию развития ребенка. То есть речь идет не о том, что создается некое подобие электронное учебнику, а это совершенно новая цифровая среда, которая даст возможность и учителю, и ученику развиваться индивидуально, поймать свой темп, свой интерес, свою мотивацию. Потому что мы же знаем, что каждый ребенок осваивает предмет по-своему. Кто-то лучше читает, кто-то лучше слышит, кто-то образнее видит. Поэтому найти свой путь в образовании вот цифровизация поможет. И это самое главное. Я думаю, что наступит время, когда детям будет учиться очень интересно. Я не хочу сказать легко, но интересно. И тогда, конечно, и результат будет другим. Каким будут учебники будущего? Похожими на органайзер или игровой планшет? Что это будет? Надежда Борисовна, подскажите. Вы знаете, у нас вот здесь стоят несколько учебников, которые были, первые их издания были в 50-х годах. Они живут до сих пор. Они до сих пор востребованы, потому что есть знания, есть теория, есть основы базовые по физике, химии, математике, которые не меняются. На них строится все остальное развитие. Просто вот учебники издаются по 50 лет. Это не значит, что они не изменяются. Просто в самых лучших учебниках найдено то, без чего обойтись не может ни один учитель, ни одна школа. То есть первое. Учебник в своем классическом варианте все равно будет жить. Как он будет использоваться, это уже ответ, на следующий вопрос. Какой стиль преподавания выберет учитель. Но классический учебник все-таки остается, потому что в нем та базовая информация, которую ребенок должен знать. И учитель, и родитель всегда будет возникать потребность, а какой объем информации нужен ребенку. Вот это не должно быть свободное поле. Это регулирует государство, это регулируют ученые. То есть, прежде всего, это легитимный объем знаний. Это первое и очень важное. А вот все остальное, чтобы было интересно. На самом деле, конечно, обучаться интересно и в игровой форме, решая интересные творческие задачи, разрабатывая проекты, работая над реальными задачами, которые может поставить жизнь, совершать маленькие открытия. Для этого учителю очень много необходимо, не только бумажный носитель. Да? Здесь нужно и оборудование специальное, и возможность выйти в любую библиотеку, возможность выйти в научно-исследовательские институты. Мы издали недавно учебное пособие по ядерной физике, и в нем уже размещены QR-коды. То есть это институт ядерной физики, и ребенок смотрит в наше учебное пособие, а потом наводит телефон, и уже он в лаборатории института ядерной физики, да, и смотрит, как происходят исследования, и каким образом ученые сейчас работают над самыми современными вопросами, да, физики. Наверное, вот современный учебник и будет таким, чтобы возможности у ребят к познанию мира были колоссальными. Если я изучаю звезды, то я вижу уже обсерваторию. Если я изучаю химию, то я нахожусь в лаборатории Московского государственного университета химического отделения. И это все решаемо, и это может быть. Но мне бы хотелось вот что сказать. Учеба, так же как и труд, никогда не может быть только интересной. Нужно понимать, что жизнь вообще дело непростое. Поэтому волю, характер, дисциплину, умение работать с тем, что тебе не нравится, но это сделать необходимо, это тоже тема воспитания. Поэтому обучение никогда не будет только дорогой, высланной интересом. Да? Это будет дорога труда, безусловно. На рынке учебных пособий
зачастую встречается контрафактная продукция. Надежда Борисовна, подскажите 3 критерия, по которым можно будет различить оригинальный учебник от пиратского учебника. И подсказать какие-то советы родителям. То есть какие есть основные Вы знаете, действительно, такая проблема есть. Мы из регионов очень нередко получаем сведения о контрафактных изданиях, потому что легко сейчас бумажный носитель сформировать при современной технике. Поэтому мы сейчас свои учебники, учебные пособия начинаем защищать специальными штрих-кодами, которые не позволят уже родителям понять, что да, перед нами оригинальный учебник. Поэтому в библиотеках школы очень, с моей точки зрения, очень важно, потому что в библиотеке поступают только официальные учебники, которые сдаются и привозятся просвещением. И нужно посмотреть всю ту информацию, которая есть на официальном учебнике. Это очень важно, потому что многое пока еще есть, что невозможно скопировать. То есть штрих-коды, QR-коды, все, что есть на обратной стороне титула. Наши педагоги нуждаются в правовой поддержке. Расскажите подробнее о программе «Право просвещения» по юридическому сопровождению образовательных организаций. Начнем с того, что даже директору школы иногда нужна серьезная помощь. Как правильно составить тот или иной документ, как поработать с образовательной программой, что должно быть на сайте учреждения, как участвовать в различных конкурсах, каким образом оформить те или иные документы для лицензирования или аккредитации. То есть такую помощь право просвещения может оказать прежде всего раз. Во-вторых, безусловно, это обращение учителей. Есть вопросы, связанные с их трудовыми правами, связанные с тем, самыми простыми: нагрузка учителя, его квалификация, каким образом можно оценивать его работу и так далее. Да? Родители обращаются, как можно защитить их права. Что делать, когда ребенок, например, изо дня в день на телефон фиксирует объяснение учителя? Да? Как поступить в этой ситуации? Какие права есть у ребенка, какие учителя? Каким образом это нужно организовать в школе? Недавно была дискуссия о запрете мобильных телефонов. Сейчас вышли очень такие глубокие, продуманные методические рекомендации Рособорнадзора и Роспотребнадзора, каким образом организовать ограничение работы с мобильными телефонами в школе на пользу детей. Это требует и разъяснений, и пояснений, поддержки. Это один частный пример, для чего нужна служба права просвещения. Надежда Борисовна, благодарю вас за интересную беседу. Разрешите воспользоваться случаем, чтобы поздравить с наступающим учебным годом всех учителей, коллег, родителей, детей. Я искренне желаю, чтобы ваш год был благополучным, интересным, творческим, наполненным новыми открытиями. А группа компании «Просвещение» на этом пути будет обязательно с вами и в этом вам поможет. В добрый путь!